Мозаика, сохранившаяся со времен основания монастыря. В пределе храма покоятся мощи святых отцов, пострадавших от персов. Нетленные мощи преподобного Иоанна Румына, подвязавшегося в Лавре в середине нашего столетия. Над крышей храма находится пещера, где жил Илья Пророк, когда скрывался от царя Ахава и Иезавели. Здесь его питал ворон по повелению Господню. Сюда же позднее удалился в скорби праведный Иоаким, чтобы умолить Бога даровать ему дитя. Монастырь Аввы Герасима Иорданского. Когда-то вся эта местность изобиловала монастырями и лаврами. До наших дней сохранился только один. В монастыре этом был обычай. Все монахи Великим постом покидали монастырь и отправлялись в пустыню для молитвы и покаяния. Накануне Лазаревой субботы все возвращались в обитель, и только Бог был свидетелем тайных подвигов своих рабов. Во время такого странствования в пустыне преподобный Герасим встретил льва. В ноге его была большая заноза. Лев сильно страдал. Преподобный жалился над ним, вынул щепку и исцелил рану. С тех пор дикий лев стал послушен преподобному и сильно привязался к нему. После смерти преподобного Герасима лев не выдержал разлуки с ним и умер на могиле святого. Пещера в монастыре преподобного Герасима. Здесь останавливалось святое семейство во время бегства в Египет по указанию ангела. Честные останки преподобных отцов, подвязавшихся в обители. Лавра преподобного Саввы Священного. 5-6 век – время расцвета монашества в Палестине. Вся окрестная пустыня и прилегающие горы были населены монашествующими, подвязавшимися в многочисленных монастырях и лаврах или в уединенных, труднодоступных пещерах.
В VI веке преподобный Савва основал свой монастырь Великую Лавру. Число насельников Лавры при жизни преподобного превышало 1000 человек. Среди них святые Иоанн Дамаскин и Косьма Маиумский, авторы многих церковных песнопений. Сохранились пещеры, где подвязались эти святые. Башня императора Юстиниана. Храм Благовещения. Здесь хранятся мощи преподобного Саввы Священного, основателя монастыря. Часовня над гробом преподобного Саввы. 500 лет мощи святого, захваченные крестоносцами, находились в Италии. В 1965 году честные мощи основателя Лавры вернулись в обитель. Люк, ведущий в подземную погребальную пещеру. Сюда опускают тела умерших отцов. Жилище отшельников близ монастыря. Их число доходило до 5000. Недалеко от лавры преподобного Саввы Священного находится монастырь преподобного Феодосия Великого, его ближайшего друга и спостника. Преподобный Феодосий создал новый тип монастыря, общежительный, в отличие от традиционного тогда отшельнического. Поэтому его называют киновиархом, начальником общего жития. Мозаика, сохранившаяся со времен основания монастыря. В центре монастыря находится пещера волхвов. Здесь они отдыхали, возвращаясь из Вифлеема иным путем по указанию ангела.